нам доложите, все как, что идет под ремонт. Дальше поговорим. Хорошо? Давайте поближе все подойдем. Добрый вечер, уважаемые горожане, Евгений Николаевич. Собственно, в этой дворовой агломерации мы проводим работу по благоустройству дворовых территорий. Работа, которую мы идем уже третий год. В этом году заходим на часть дворов этого крупного жилого массива. Здесь довольно большое количество благополучателей, большое количество жильцов. Синхронизируем работы с фондом капитального ремонта. У нас часть домов уже по фасаду имеет такой, скажем, презентабельный вид работы, будут продолжены. В этом году у нас ряд адресов. Территория Добрый вечер, уважаемые читатели интернет-газеты в Якутии.ру. Вот сегодня идет очередной выезд мэра города Якутска Евгения Григорьева по проверке благоустройства дворовых территорий. До этого были на Аюнского, сейчас вот Петровского. Это вот сейчас говорит представитель управляющей компании «Прометей». Я всегда состоял вам соединить Петровского с в этом участке у нас до конца проектирования, скажем так, границами работ не предусмотрено, но дополнительно объема работ, да. Мы заходим поэтапно, здесь очень большой жилой массив, к сожалению, в силу объективных причин. На будущий год выходим на Каландрашвили, да, и полностью делаем примыкание. У нас адресный перечень уже предварительно сформирован, мы поэтапно заходим. Водоотведение как реализовано? Здесь у нас водоотведение, соответственно, поверхностное, да, в сторону улично-дорожной сети, там, где у нас позволяет примыкание, и в сторону городского канала. Петровского до улицы асфальтируете? Да, у нас полностью примыкание идет, где позволяет качество улично-дорожной сети, качество асфальта. Соответственно, не просто каждый год здесь выходили к вам ямочным ремонтом, с ужасным дорогой. Да. Каждый год пытались ямочным, но здесь проблема водоотведения. Да. Здесь скапливается Самая низкая точка у нас. Куда уводите воду? Вот здесь вода лежит. В первую очередь. Мы уходим в сторону канала. Мы сейчас стоим вот здесь. Куда уходит вода? Отсюда вода по уклону идет. Подождите, пожалуйста. А у этих домов? Здесь по продольному уклону сюда. Можно тогда сразу вопрос? Потому что, как вот, вы понимаете, что вот прошел дождь. Да, мы вот здесь вот живем уже сколько лет, да? Только вода эта, она встала вот здесь вот. Как она у вас будет, вот, куда сбегать-то она будет? Тем более вот там все огорожено. Вот дождь прошел, вода встала. Вы же понимаете, что мы предварительно делаем изыскание, определяем высотные отметки и, соответственно, уровень улично-дорожной сети поднимаем для того, чтобы вот даже организовать уклон. сейчас вот заметно вот по уровню бордюра, да, вот эта часть она выше, чем вот эта дорога намного. Вся вода будет уходить туда. Изначально, да, было она же тут- будет стоять здесь вода. Вы говорите, вода будет уходить. Но у нас же, Асфальт будет с уклоном. Нет, я понимаю, но у нас же идут везде кругом бордюры. Почему? Нет, вот же, вот у нас открытая площадка, вся вода. Смотрите, давайте пойдем. Бордюры вот пошли. Да. Вот бордюр. Да. Здесь прошли сюда. Здесь мы заходим в следующем году. Будем заходить. Здесь у вас вода идет сюда и уклон вот с этой стороны, я так понимаю, сюда будет. Условный водораздел у нас проходит примерно посередине, да, часть воды сюда, часть воды сюда. Знаете, почему у вас вода скапливалась в том году, да? Потому что Отметка дорогу делали вот здесь, вот так вот. И она стала выше, отметка выше, чем здесь. Поэтому у вас здесь вся вода туда уходила, здесь скопилась. Так, вы даете 100%, что воды не будет? Они дают гарантию больше того 5 лет. Гарантию. 3 года гарантии. Даете, что здесь воды не будет? Конечно. А если будет? Будем устраивать. Будем переделать? А если будет? Точно. Давайте договоримся, вы будете старше здесь. По этому вопросу следить. Я приеду после окончания ремонта сюда, мы посмотрим процедуру. Будет приходить вода или нет. Подрядчик у нас кто? Ну вот, и подрядчик здесь присутствует. Мы у них основательно спросим, если будет вода. Мы Хорошо? же ежегодно выезжаем по тем дворовым территориям, которые были благоустроены год назад. Выявляем гарантийные обязательства и в полной мере их устраняем. Мы, тем более, в следующие года здесь у нас задача стоит вот это все, вот этот околоток полностью преобразить. Ну, фонд капитального ремонта здания ремонтирует, мы дворовые территории. Надо, чтобы здесь все было нормально. Скажите, получается, что вода будет уходить отсюда только за счет уклона? Никаких направляющих для нее не будет?
сточных канав и так далее. Это всё исключено. Что она Сточные потекла, каналы, значит, они очень плохо работают. я не просто хотя бы углубление делают такое в асфальте или что, чтобы как направить ее Лотки туда. имеете в виду? Потому что, вот, да, лотки, ну мы не говорим, что они должны быть 30 сантиметров. Вот чисто вот направление такое было. Вопрос такой, если пойдет туда, вот и уклона будет недостаточно, мы будем тонуть около мусорных ящиков или как? Не будем, да? Гарантии Нет, ну нет? вот гарантию дают такой они вариант, 3 да. года. Вы сейчас, главное, вот этот двор не утонет временно. Да, да, кстати. потом они Утонет, он всегда выше, чуть выше. И сейчас выше стоит. Нет, он не тонет за счет того, что вода сюда Под уклоном уходит. сюда Да, идет. а сейчас Да, она очень идет сюда, а там не тонут. Почему была проблема? У этих Самая- домов самая ее не низкая- было, самая да. низкая Вот точка эта здесь. вся вода стекала к нам, сейчас и не она будет. была у нас вся. Это вот самое, конечно, актуальное для нас. Хорошо, теперь у меня, Первый вопрос. у меня к вам вопрос. Так. С вами проектировщик обсуждал, какой будет проект, какие Нет, будут марки? нет, не обсуждали. Мы Честно, нет. направляли изначально всем. Кому всем жителям конкретно? И со старостами. тоже. Смотрите, мы же смотрите, Староста у нас. каким образом договаривались. Очень хотела. Очень хотела. С Очень кем я хотела. разговаривал? Очень просила, отправьте мне. Может быть, это я была, но он отправлен был буквально, когда я вам отправила На в прошлой группу. неделе. Вот, на прошлой неделе, как мне отправили, я сразу отправила в группу. Да, только на прошлой неделе. Смотрите, нет, тогда давайте должным образом это сделаем. Вам необходимо посмотреть, пока сюда не поставлены малые архитектурные формы, ну раз не обсудили, значит неправильно поступили. Надо обсуждать. Вот, Антон Анатольевич, вы людей сажайте вместе все, обсуждайте, какие малые архитектурные формы ставите, какие урны ставите, какие ставите скамейки, где они стоят, количество машиномест спрашивали у вас? У вас разрешение спрашивали вам? Детская Ничего площадка нас не или парковочный спрашивали. мест? Ничего. Абсолютно неправильное поведение. Вы должны были спросить у жителей. У вас выбор либо детская площадка, либо парковка. Люди должны сами ответить. Нет, нам давайте парковку или давайте нам детскую площадку. Вот видите, у вас уже проектное решение определило, что будет такая детская площадка. Хотите, не будет ее. Давайте вам сделаем тогда парковку. Нет, Ну, мы, поздно, да, вот нет, это мы, значит. Но это нет, неправильно. подождите, мы в принципе согласны с тем, что и за площадку, и за парковку мы согласны, потому что одна парковка это тоже не территория дело. ограничена. Нет, мы увеличили очень количество парковок. Изначально у вас дорога была вот так вот. Вот это Здесь зону не не- трогайте, мы здесь находимся. Ну, в принципе, даже если здесь, да, вот это. не огорожена ведь. Сейчас, подождите, это еще Она не полностью была сейчас. большая Это детская следующий площадка. вариант. Вот это. Мы его уменьшили и обеспечили вот во всех домах, мы увеличили. Нет, Смотрите, вот давайте сделаем так. Продольно это. Из-за того, в прошлом году мы только начинали программу, поэтому не было времени зимой обсуждать с людьми. Я на обсуждение с людьми вносил корректировки. Вот придется сделать сейчас так. Вот сейчас мы с вами поговорим, что-то не понравится, заставим переделывать. Потому что с вами не согласовали. Это неправильно. Вот давайте смотреть. Вот они вам предлагают, значит, вот у нас второй подъезд. Вот, и вот здесь со второго подъезда до По 5. по пятый подъезд будет площадка. Вот она, граница для площадки. да, Да, нормально или нет? Нормально. в принципе, нормально. Да. Хорошо, размер площадки нормальный. Теперь давайте по малым архитектурным формам. Расскажите, кто производитель, где, какие... Элемент, да? Да, элемент. Это комплектующий производитель находится в Санкт-Петербурге, а вообще сборку здесь делает местный предприниматель, фирма «Элемент». Устраивает вас вот эти вот... Нас это устраивает. У нас знаете, что не устраивает? Нас не не устраивает, что площадка не огорожена. Она обязательно должна Вы быть огорожена. представляете, да, Обязательно. Детская огораживается. с двух Обязательно? сторон. Нет, она по периметру должна быть огорожена. Высота ограждения где-то 60 Конечно, огораживать надо. 60 сантиметров? Что-то я там посмотрю. Точно? Полисадник. Потому что мы не увидели у вас В проекте? на проекте, Вот что щас, у вас вот щас, хорошо. есть. Сейчас протокольно включаем. Обязательно полисадник. Вообще Обязательно. по-хорошему нужно, смотрите, вы должны проект, эскиз подписать у старшего по дому, что вот мы обсудили, люди согласны. Потому что когда, как показывает практика, мы осенью закончим, выйдут соседи, которых не было. Они скажут, ну что тут творим? Почему так, ну, вот эти детские площадки стоят, а нету больше парковок? Мы скажем, вот мы обсуждали с людьми, с нами был староста дома, мы при людях обсудили и поставили то, что нравится вам. Правильно? Для вас же двор делать. Поэтому здесь обязательно проект включите. Если нету, то если есть, то нарисовать надо было здесь, что у вас есть по периметру ограждения детской площадки. Мы уже получаем поэтому отзывы на каждом дворовой территории, должно быть обязательно.
Еще вопросы? У меня тоже есть вот озеленение. Озеленение. Где у нас озеленение будет? Озеленение. Все это вот убрали там, а как? Озеленение, смотрите. В рамках программы «1000 дворов» у нас озеленение делается следующим образом. Подготовку площадки сделаем в рамках проекта. Вы вместе с управляющей компанией и жильцы должны провести озеленение сами. Посадить деревья и ухаживать за ними. Это ваше участие в программе «1000 дворов». Это условия реализации программы. Во всех дворовых территориях, вот мы 90 домов за 2 года сделали, везде люди озеленение делают сами. Поэтому здесь управляющая компания где есть? Есть. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Прометей же? Мы с вами не первый год работаем в этой программе. Объясните людям, как это сделать, да. Вместе. Нет, А мы хотим, чтобы вот эти деревья, вот эти деревья, чтобы не сломали. Зачем сажать новые, если можно хорошо? Нет, дело в том, что мы сажали. Мы сажали, не приживается. Они не приживаются. Плохо. Вы же знаете, что у нас действительно тут А это у лучше вас по сохранить. По проекту его нужно убрать. А мы хотим, чтобы оно сохранилось. Есть зелень-то, вон она же есть. Оставьте ее. Вы Да. переделайте так, чтобы их оставить. Нет, просто их можно пересадить в другое Не, место. они не выживут. Не выживут, да? Оставьте так, как есть. Переделайте в детскую. Это же в границах детской площадки стоят они. Ну разверните вот так. Бывает, ребятишки садятся там в тенечек Оставят. где-то, а тут Договорились, будет вообще оставят. камень один. Еще вопрос. Да. Вот смотрите, дорога у нас сейчас будет сквозная, правильно? Как он решили? Нет, вот здесь вот прямо будет идти через ограду, и там будет выходить, правильно? На Я карте поняла. покажите. Вот так. Ну, она же, Вот смотрите, вот она идет вот так, вот так, вот так. Как я поняла, здесь вот будет тоже заграждение, вот так вот она будет выходить, правильно? А там что? Будут, конечно, гонять, как они сейчас умеют. Давайте полицейских нам. Ну, как Лежачих. лежачих. Почему? Потому что действительно, вот знаете, вот эти вот дома, вот все время, раньше мы тоже собирались и встречались, и старосты, и они всегда говорят, ну дорога проходит прямо у этого, говорит. Мы, говорит, машина летит, Да, у подъезда. мы, говорит, Мы сейчас сразу делали подъезд. так, чтобы парковочные места именно расположились здесь, чтобы не было резкого сразу. Да, они до парковки летят. Вы лежачие полицейские установите людям здесь. Здесь потому что надо понимать. На выезде, одну вещь. на выезде. Как этому району, наверное, лет 50-60, и все это время вот так вот люди через Каландрашвили. Да, ездят. да, И это так как же центральная здесь, дорога. да. Здесь обязательно нужно установить лежачие полицейские. Хорошо. Обязательно включите. Тут у нас Весной тоже, еще ребята, бывает. ну хотя бы один, Со стороны проезда. здесь, да, у нас тоже, да, где? Ну вот здесь, по факту, знаете, как будет? По факту вот здесь будет припаркована машина. Параллельно парковка, вот Нет, здесь нет, вот нет. будет. Нет, Смотрите, Нет, вот нет, смотрите. нет, нет, у нас там... Смотрите, вот расширили вам проезжую часть. И вы думаете, там будут машины стоять? Ой, они будут стоять везде, эти машины. Беспорядочность будет. Ясно. Поэтому и расширили, понимая, как оно по факту. А насчет этого моста мы выходим на кнопки, это в состоянии мост. Провалиться можно, там вся арматура, что-то там же Я понял, там стали строить. самострой сносили, да, который? И там дыра большая такая. Еще вопрос. Вот На остается... Лермонтова, когда на основку уходит. Да, вот этот мост, да, всегда был нормальный деревянный мост, а вот зачем-то, ну что-то кому-то ему, видимо, отдали, другому в частные руки или что, и он начал там строить какое-то сооружение, потом все-таки это все снесли, понял, хорошо. а Ну, ужас, сейчас переход вообще ужасный. Фиксируем. Скажите, пожалуйста, этот мусорные баки будут также на месте стоять, да? Где они стоят, там они остаются, да? Ну хорошо. И еще, а там вот будет за дом в связи с пожарной безопасностью какой-то съезд, потому что там идут, Это где? Вот здесь, да, Да. здесь. там съезд будет? Съезд будет. Просто так не видно просто Да. пока что. Поэтому... Главное, чтобы гаражами потом не заставили. Съезд? Да нет. Мы здесь, Там. мы здесь дальше сколько гаражей у нас? Здесь много. У нас гаражей сколько будет? Вот сейчас во дворе были, там гаражи надо было вести. Хорошо. Так, ну вот основное у нас, конечно, вода, основное у нас, конечно, площадку огородить. Озеленение. Озеленение. Сохранить Ну, деревья. вот поэтому у меня по проекту-то я посмотрела, что вроде как
это другая, да? Это идет в другом доме. Это Каландарашвили, Это вот наверное. здесь, Ага. вот это Ага. Мгм. Ну, в принципе, да, так, Ну, да. Основные тогда вопросы после вот такие. асфальтирования в сентябре дожди начнутся. Посмотрим. А как мы с вами встретимся? Будет за Октябрь встретимся. То есть кому-то нужно будет это... Мы приедем У тебя смотреть. телефоны Да. есть? Я приеду, без проблем. Посмотрим. Я постоянно да, здесь. Мы вот на связи. Ходила в Игоря, по телефону разговаривала, подрядчик наш. А, это вы, да? Мы на связи. Ну, конечно, мы очень довольны, что обратили внимание на наш... Через 3 года мы закончим полностью высоководов. Будет совсем просто. Я хотела обратить ваше внимание вот на этот вот дом. Он как бы после капитального ремонта фасада. Ну, как это? А вот у вас как он А, кстати, с крыши капает, у нас дом течет. замазано сверху, так и замазано. А вы обращались в фонд капитального ремонта? 2 раза письмо написала, ни на одно не ответили. Но это... Да. После дождей у нас в квартире дальше. Вам жаловаться можно? Вы можете? Не отвечают. Согласно 59-му федеральному закону, органы власти и их подведомственные учреждения на обращение граждан в течение 30 суток должны отреагировать. Если нет реакции в течение 30 суток, это нарушение федерального закона. Карается административным правонарушением. Поэтому Куда писать дальше, я спрашиваю? вы можете написать в курирующее их министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, либо в прокуратуру. Это ваше право. Сказали, как они, да? Вот Нет, я это абсолютно неправильно. Если фотографии у них отправила, у них есть гарантийное обязательство подрядчика, который делает. Вот у нас дворовые территории делают подрядчики. Если что-то будет плохо, мы заставим их переделать. Это по гарантии, да. Здесь такая же история. У них кто-то выиграл контракт, выполнил вот работу. видите, что это вот безобразие. Жизнь У показала, что некоторых если... балконы текут. Ну, Не, вот балконы все текут, крыши текут, все текут. Да, да, после ремонта. вам надо заявиться об этом. Я думаю, коллеги придут и исправят. Это жизнь, какие-то, все равно гарантийные обязательства Надо могут быть. сказать, Объем кому большой. надо исправить балконы, чтобы исправить. По дворовой территории вопросов больше нету. Когда увидимся, я к соседям. Спасибо, что приехали, отреагировали. Спасибо. Вам Хорошо, спасибо. если вы все учтете. Конечно, учтем. Увидимся в сентябре. Я пошел к соседям. Всем всего вам большого. Всего доброго.